Здравствуйте, меня зовут Жиркенов Тимур, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей от МИКЕН. Я полагаю, что это мероприятие очень актуально. Дело в том, что поднят очень щепетильный вопрос, который затрагивает интересы как населения, микробизнеса, так и государственные органы. В связи с чем, конечно же, необходимо послушать мнение экспертов, чтобы не было поспешных выводов при принятии решений. Я не считаю, во-первых, что закредитованность населения как факт есть определенные проблемы и сложности. Если посмотреть мировую практику, то мы видим, что закредитованность, она не такая ужасная, как кажется на первый взгляд. Но при этом действительно есть вопросы, которые необходимо отрегулировать. И я полагаю, что как раз таки в рамках сегодняшнего круглого стола сможем определиться, где что. На мой взгляд, наоборот, у нас не закредитованность населения, а недокредитованность микробизнеса. То есть у нас по факту два момента. Если с точки зрения населения не хватает денег у людей для того, чтобы некоторые вопросы закрыть, и, допустим, PDL те же самые, это на самом деле называется кредиты до зарплаты. Это вот один такой блок вопросов, который, наверное, вызывает больше всего вопросов. Но почему-то не раскрывается вопрос относительно микробизнеса. Микробизнес в Казахстане по факту практически не кредитуется никем. Хотя это важный сегмент, у нас только самозанятых порядка 2–2,5 миллиона человек. И получается, нет никакого механизма, который, помимо микрофинансовых организаций, которые могли бы финансировать данные категории людей. Я однозначно считаю, что микрофинансовые организации именно призваны для того, чтобы как раз поддержать малый и средний бизнес. У меня опыт работы в 16 лет в банковской сфере, я был руководителем, в связи с чем прекрасно понимаю, как выстроена работа в банковской сфере. Банковский предназначен для работы с крупным бизнесом, как бы это ни говорилось иначе. И да, средний бизнес также финансируется, и микробизнес периодически финансируется, но именно микробизнес в понимании, который категория самозанятый, не финансируется. Категория бизнеса, которая на селе, мало финансируется. И при этом ни государством, ни банками, ни прочими институтами, помимо микрофинансовых организаций, данная категория выпала из внимания в целом. При этом потребности существуют. Деньги – это движение в целом всего экономики и так далее. Без денег невозможно дальше работать. В связи с чем, конечно же, полагаю, что сейчас недооценена роль микрофинансовых организаций, и они как раз призваны заполнить те пробелы, которые сейчас существуют.